ходе рабочей поездки в Москву председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Барцыц проинспектировал ход ремонтно-реставрационных работ в национальном павильоне страны на ВДНХ. Сейчас они находятся на завершающей стадии. Я считаю, что это пример подлинного партнерства, дружбы, братства, если хотите. Это именно тот путь, по которому мы движемся совместно с Российской Федерацией, проявляя настоящие партнерские и дружеские качества по отношению к друг другу. Конечно, думаю, что впереди еще много каких-то технических моментов. Но вы видели, какое состояние сегодня павильона. Это, конечно, огромная разница в сравнении с тем, что было. Сейчас уже этот объект заиграл совершенно иными красками. Я думаю, что обязательно мы завершим эти работы. Вот нам сегодня руководство ВДНХ и руководители подрядных организаций, которые, я уверен, доведут до логического завершения этот объект, обозначили сроки, они довольно оптимистичные. Хочу сказать, что здесь тоже было не без сложностей. Это уже третья компания-подрядчик, которая осуществляет работы по реконструкции нашего павильона. Но вот они именно и, я уверен, на достойной ноте завершат этот сложный и очень иногда был нервный процесс. Олег Барцыц в сопровождении Александра Тарасова, Ирины Еремко и Сергея Баженова осмотрел фасадную, кровельную и интерьерную части павильона, а также ознакомился с подключенными системами инженерного и автоматического оборудования, обеспечивающими функционирование объекта. Руководители компании генерального подрядчика, представители администрации ВДНХ и руководитель службы технического надзора МКДЦ доложили о произведенных работах и сроках ввода в эксплуатацию павильона. Выполнены отделочные работы по интерьеру, паркет, оселковый мрамор, элементы лепного декора, смонтированы уникальные люстры. И, в общем-то, по сути дела, сейчас уже реставраторам остались небольшие штрихи. Это вот мы видим витражное остекление, тоже уникальное многоцветное стекло, на котором будут реализованы композиции. Часть уже витражного стекла уже смонтирована, остальные находятся еще в работе в мастерских, но подрядчик подтверждает сроки, что до конца этого года витражи в полном объеме будут на объекте и будут смонтированы. Также у нас смонтирована инженерная система, смонтирована система отопления, сейчас ведется ее пусконаладка этой системы и подготавливается комплекс работ по сдаче комплексных испытаний инженерных систем по слаботочке. То есть это пожарная сигнализация, дымоудаление, система контроля управления доступом. То есть мы, как и планировали, к концу года должны завершить в полном объеме все работы на павильоне. Отмечалось, что несмотря на трудности объективного характера, правительство Москвы, которое и финансирует масштабную реконструкцию павильона, обеспечивает бесперебойную работу подрядных организаций по завершению реставрационно-отделочных работ и подключению всех систем оборудования, обеспечивающих жизнедеятельность объекта. ВДНХ, продолжая свою историческую миссию дружбы народов, готовится к открытию павильона Абхазия. Каждый из павильонов, представленных на ВДНХ, а их 8, это 7 павильонов СНГ, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Армения и Киргизия, являются визитными карточками своих стран. Проводят государственные мероприятия, национальные праздники. Диаспоры активно участвуют в жизни своих павильонов, тоже приходят сюда с разными идеями, в которых можно было бы проявить вот эту самую историческую миссию дружбы народов. И вот мы в тесном взаимодействии с руководителями, в данном случае с руководителями МКДЦ, готовимся к открытию павильона. По словам Олега Барцыц, несмотря на сложности и связанные с этим задержки в восстановлении центра, удалось выйти на заключительный этап. Он также поблагодарил руководство Москвы и ВДНХ за сотрудничество. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.